Галина Валентиновна, добрый день. Добрый день. Буквально на днях завершился Международный научно-практический форум, который проходил в Абхазии впервые. Каковы ваши впечатления от прошедшей недели? И как участник форума, как соучредитель форума, как вы считаете, форум свои задачи выполнил? Мне кажется, что форум прошел блестяще. Во-первых, он собрал специалистов, которые редко собираются вместе, из разных республик Кавказа. Мне показалось, что с завистью смотрели все кавказские коллеги на то, что проходит здесь, в Сухуми. И звали нас, в общем-то, в следующий раз там и в Грозный, и в Дагестан, и еще куда-то, потому как это действительно настолько масштабное и серьезное, давно не проводившееся собрание специалистов, знатоков культуры традиционной, инструментов, архитектуры, что просто трудно себе такое вообразить. Все было сделано просто на высшем уровне, и, наверное, вспоминая первый форум, который проходил в Республике Южная Осетия и Северная Осетия, трудно было с ними соревноваться, но здесь произошло все совсем по-другому и по-своему замечательно. Вчера сходили в музей Гуля, были в Краеведческом музее, в театр абхазский сходили. То есть это было просто замечательно. Так что почувствовали дух этой земли по-новому. Мы здесь бывали много раз, как отдыхающие. На этот раз было много интереснее, потому что отдых, он, конечно, уныл и одинаков, а когда работает интеллект, когда работает восприятие человеческое, это, конечно, совсем другое. Касаемо докладов выступавших, вот, может быть, был какой-то доклад от абхазских коллег, который вас как-то по-особому впечатлил, удивил, вот так, чтобы сказать, открылась Абхазия с новой стороны? Аслан Фазибеевич Авицба. Мы знаем, что в прошлом году он стал, по крайней мере, совсем недавно стал лауреатом государственной премии Абхазии. И тема героизма, тема войны для каждого абхазца, наверное, это тема неувядающая, страшная тема. Военная и героическая проблематика в этническом искусстве, она, пожалуй, специфическая и очень важная, актуальная сегодняшняя тема для Абхазии. Немногие другие этносы могут сказать, что их традиционная культура и вообще их сознание полностью заряжено и как бы заполнено этой темой. Поэтому доклады, связанные с войной, это, конечно, серьезное дело. Мы услышали имена людей, которые сражались. Мы видели всех этих теперешних, в общем-то, лидеров культуры, видели, что они занимают солидные посты, солидные книги выпускают. Поэтому Аслан Фазибеевич как бы заставил каждого из нас, представителей других этнических культур, задуматься над тем, как эта тема работает в наших культурах. И в наших культурах, наверное, эта тема работает по-другому, иначе. Хотя, скажем, вот я представляю белорусскую культуру, казалось бы, тоже чуть раньше эта военная тема занимала, все знают белорусов как партизан в Великую Отечественную войну, правда? Знают их по замечательной земледельческой традиционной культуре, но что касается современной тематики, то это скорее историческая проблематика, история достаточно давнего прошлого. На форуме также выступали вы, ваш супруг Игорь Владимирович Мациевский. Какие темы вы для докладов выбрали? Игорь Владимирович вообще представляет собой отечественную школу органологии. Он очень знаменитый знаток и исследователь музыкальных инструментов мира. У него даже есть такая монография громадная, вот она подарена сейчас Институту гуманитарных исследований, которая называется «Музыкальный инструмент в культурах мира». Оказывается, что инструмент – это мифологическая такая важная вещь, с которой начинается часто любое представление о мире, о мироздании. Музыка и звук запечатлевают не только основы миропонимания,
но и, собственно, сам мир, само создание мира, творение мира, его восприятие, его начало. У вас есть свои классики, которых очень уважают все инструментоведы, и которые начинали первыми исследования инструментов этнических, когда еще очень мало знали об инструментальной культуре других этносов. Представляете себе? И степень профессионализма, с которой она это делала, восхищала тогда знатоков и классиков, и восхищает сейчас. Все приехали сюда с тем, чтобы найти книгу Инны Хашбы. Но ее уже давно нет, поэтому получили книги воспоминаний. Вообще нам позволили зайти в замечательную комнату, где хранятся издания Института гуманитарных исследований, и каждый мог выбрать для себя тот багаж книжек, которые здесь издаются. В общем, уехали с чемоданами, не знаю, как перевезем их через границу, потому что у всех такие билеты на самолет, где багаж не предусмотрен, только ручная кладь. Вот. Но увезли бы отсюда все, что здесь издано, понимаете? Это все настолько ценные вещи. Сами мы вот съездили в разные замечательные места. Вы знаете, я во многих местах была даже и в бывшей Византии, в Стамбуле и в прочих, в Румынии такого рода вещи, в Болгарии видела. Здесь такие древности, такие ценности. И вообще вы живете на такой земле, с такой замечательной историей великой. Такая цивилизация здесь была всегда. Побывав в этих замечательных местах, и в Новом Афоне были на службе на абхазском языке, все громадное впечатление произвело это все. Кстати, я сравнивала абхазское пение с византийским пением в месте, так сказать, в церкви, где обитает Варфоломей, католикос всех православных верующих. И очень похожа эта манера пения с бурдоном, вообще сам стиль музыкальный очень близок к первоистокам. Очень хочется, чтобы в Абхазии ее собственная великая культура стала модной, стала современной, стала востребованной и любимой, чтобы ее знали. Потому как, смотрите, в любом селении ребенок рождается, как вообще культура становится своей. Он слышит в быту песни своей мамы, бабушки, сестрички, которая играет с этим малышом. Потом он слушает, видит издалека свадьбу, какие-то обряды, обычаи, ничего еще не понимая, но входит в этот мир звуковой, постепенно ощущая его вот тем пространством, в котором он живет. Мы сегодня не можем войти в такие вещи, мы намеренно входим в это. Расскажите, пожалуйста. Планируется ли такого рода мероприятия в Абхазии в дальнейшем? Вы знаете, у вас настолько замечательные сотрудники в этом институте гуманитарных исследований, они соглашались с теми многочисленными просьбами, а просьб было очень много. Давайте проведем еще один такой форум, а может быть вообще летние форумы будем проводить в Сухуми, а, скажем, если это будет осеннее, зимнее время, то в других местах Кавказа, и не только Кавказа. В Петербурге тоже такой форум, первая конференция тогда еще была, проводилась в декабре, наверное, это был, наверное, 18-й год, когда туда приехали из Владикавказа, из Схидвала люди, и первый форум был связан с именем Галаева, основоположника этномузыкологии осетинской, а также школы композиторской. Значит, есть шанс? Мы надеемся, мы сами, конечно, в восторге от того, что здесь было, от того тепла, от той серьезности и от той готовности сотрудников института встречать такую ораву. А записала, знаете, сколько выступающих? Мы поначалу думали, что будет, 20, 30, 77. И потом продолжали и дальше поступать заявки на эти доклады. Но уже не принимали их, слишком много было в конце концов. Вот. И поэтому очень хотелось бы надеяться, я думаю, что люди здесь серьезно работают весьма, не думаю, а просто знаю это и вижу. И
очень хотелось бы, чтобы такой форум был традиционным, чтобы он как бы собирал вокруг Сухума людей, заинтересованных в традиционной культуре, и чтобы темы рождались все новые и новые.